Здравствуй, школа, школа, здравствуй. И вот дальше я всегда забываю, мне потом подсказывали всегда. Справиться с волнением сегодня не удается, но это их день, а значит им простительно все. Перед торжественной линейкой последняя репетиция. Впереди этих первоклашек ждут еще сотни стихов, тысячи примеров и правил. Вот только погружать юных сельчан в сложное мир знаний будут не спеша. У нас первое время будет 4-5 уроков по 35 минут. Вот, и поэтому первые уроки, они идут обычно в начале недели чуть проще. Это будет у нас ИЗО и физкультура в понедельник, например, первый и второй урок. А третьим и четвертым будут уже посложнее, посерьезнее предметы. На торжественной линейке 87 школьников, самый большой 8 класс. В выпускном 11 всего 4 человека. Работать в такой небольшой компании учителя уже привыкли и ученики. Многим ребятам до родной школы приходится добираться на автобусе. Но сегодня в школу не опоздал никто, даже родители. У нас 90% детей подвозится, то есть наши родители палауских детей проживают на расстоянии 25 километров. Есть у нас учащиеся из Гакшера, села Гакшер, тоже 15 километров. 4,5 километра до Бортом-базы, это поселок сельского типа. И сама протяженность Пьелкина тоже составляет 8 километров. На парламентском уроке первым делом Надежда Дорофеева спрашивает про Республику Коми. Территория, население, полезные ископаемые. Об этом старшеклассники рассказывают без проблем. Дальше переходят уже к законодательству. На повестке дня сельских школьников здоровый образ жизни и чистота родного села. По словам спикера регионального парламента, активности ребят можно только позавидовать. Главное теперь учителям поддержать этот напор. Это именно они формируют из наших школьников патриотов своего села, района, республики, страны. Именно они сегодня определяют будущее наших молодых людей и, конечно же, помогают самоопределиться и реализоваться во взрослой жизни. На Сысоле сегодня за парты сели 1344 жителя района. На подготовку школ и детских садов муниципалитет потратил больше 5 миллионов рублей. Каждый год в период летних каникул проводится достаточно большой объем. Сегодня в Сысольском районе 30 учреждений общего дошкольного и дополнительного образования, каждая из которых нуждается либо в текущем ремонте, либо подготовке сетей, косметических работах. И получается, что весь летний период практически все учреждения занимаются текущими ремонтами своими. А это уже райцентр. В День знаний в центре Визинги для школьников устроили настоящий праздник. С погодой сельским детям повезло. Пели и танцевали под приветливым сентябрьским солнцем. Анастасия Тюрина, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Гюрган, Сысольский район.